Здравствуйте и добро пожаловать в Италию, в Милан. Очередной тур серии А на НТВ+, 30-й. Под таким вот порядковым номером он значится в календаре итальянского чемпионата. Ну и мы с вами будем присутствовать на матче Интер-Дженоа. Дебют Андреа Страмаччони во главе Интера. Молодой наставник, 35-летний. Руководивший молодежной командой Интера и выигравший с ней аналог взрослой Лиги чемпионов, но только для молодежных клубов. Ну вот Страмаччони получает шанс проявить себя во главе основной команды. И такое случается впервые в истории Интера, чтобы команду возглавил тренер из Примаверы. Таково решение Массимо Моратти. В конце концов, после, видимо, долгих раздумий, Моратти уволил Клаудио Раньери. Сообщается, что расставание произошло по обоюдному согласию. Ну и вот, в частности, это означает, что не придется такую громадную неустойку выплачивать Интеру в адрес теперь уже бывшего главного тренера. Под руководством Раньери в 10 последних матчах чемпионата Италии Интер одержал лишь одну победу. Сейчас команда находится на 8-м месте в турнирной таблице и отстает на целых 10 очков от третьей строчки, дающей право заявиться в квалификацию Лиги чемпионов. Если Страмаччони удастся совершить чудо, и если он поднимет Интер в тройку, то, разумеется, логично предполагать, что ему предложат продлить сотрудничество с клубом. Но вот есть и другая информация, есть слухи довольно устойчивые, они просочились в прессу, о том, что Интер уже достиг принципиальной договоренности с Марсело Бьельсой, который тренирует ныне Атлетик из Бильбао. Сам Бьелса по этому поводу высказался определенно. Он сказал, что это всего лишь слухи, но понятно, что пока он ничего подтверждать не будет в любом случае. А вот журналисты говорят о том, что именно Бьелса со следующего сезона уже будет тренировать Интер, как бы этот сезон не завершился. Но так или иначе, сейчас финишировать Интер будет под руководством молодого 36-летнего Андреа Страмаччони. И я думаю, мы можем пожелать ему лишь удачи, потому что она ему очень понадобится. И бывший игрок сборной Италии. Паоло Валери, главный судья сегодняшней встречи, был на ваших экранах. Это Массимо Моратти. Я думаю, вы его прекрасно все узнали. Ну и ждем начала матча. У Дженоа свои планы, надо полагать, на сегодняшнюю игру. Дженоа в 8 последних турах итальянского чемпионата не одержала ни одной победы и набрала лишь 4 очка из 24 возможных. Опустилась на 15-ю строчку в таблице, и от зоны вылета команду Марино отделяют теперь всего лишь 7 очков. Не такая уж большая дистанция. Итак, стартовый свисток дан, матч начался, и давайте о составах команд поговорим. Хозяева Интер: Жулио Сезар в воротах под первым номером. В поле 25-й Вальтер Самуэль, 6-й Лусио, 26-й Кристиан Киву, 4-й Хавьер Санетти, 5-й Деян Станкович, 19-й Эстебан Камбьяссо, 18-й Андреа Поли, 9-й Диего Форлан, 22-й Диего Милито и 28-й Мауро Сарата. Андреа Страмаччони, главный тренер Интера. Состав Дженоа: Себастьян Фрей в воротах под первым номером. В поле 13-й Каха Каладзе, 3-й Рожерио Карвальо, 24-й Эмилиано Моретти, 20-й Джан Доменико Место, 4-й Мигел Вилозу, 25-й Фернандо Белуски, 88-й Давиде Бьондини, 8-й Родриго Паласио, 82-й Альберто Джилардино и 81-й Джузеппе Скулли. Паскуале Марино, наставник Дженоа. Ну и вот нам показывали расстановки, предполагаемые перед началом этого матча. У Интера 4-3-3, как вы успели обратить внимание. И точно такая же расстановка на бумаге у Дженоа. Вообще, Марино известен своей приверженностью к атакующим схемам. В частности, вот эта схема 4-3-3 им применялась в различных клубах, которые он тренировал. Ну и вот сегодня, как видите, сразу 3 игрока линии атаки выставлены им с первых минут. И Паласио, и Джилардино, и Скулли. Если все сложится так, как планировал Марино, или хотя бы примерно так, как он хотел, то мы с вами должны увидеть встречную активность со стороны Дженоа и достаточно бодрую игру гостей
в атаке, ну или в контратаках, как тоже можно предположить. Беда Дженоа — это слабая оборона. Команда пропустила 51 мяч на данный момент. Это худший показатель в чемпионате Италии. Но вот впереди получается куда лучше. И сейчас Дженоа в атаке. Удар по воротам. Вот, пожалуйста, первая опасность у ворот хозяев. И это Родриго Паласио, лучший бомбардир Дженоа с 15 забитыми мячами. Он входит в пятерку лучших снайперов чемпионата Италии. Вот сейчас Паласио пробил над перекладиной. После того, как Джелардино зимой перешел в Дженоа, у них образовалась с Паласио очень хорошая связка. Демонстрируют очень приличное взаимопонимание два этих футболиста. И Джелардино уже отдал 5 голевых передач, несмотря на то, что он сравнительно недавно находится в Дженоа. И сами догадайтесь, в адрес кого были в основном направлены эти голевые передачи. Конечно же, в адрес Паласио. Белуски попытался начать атаку своей команды. Станкович мяч перехватил. Передача направо. Здесь Мауро Сарата. Ну, не совсем понятно, что сейчас хотел сделать Сарата. Если он себе вот так пробрасывал мяч на ход, то слишком уж оптимистично. Станкович. Интеру удалось забрать мяч на чужой половине поля, но до удара по воротам дело хозяева не довели. 13 декабря эти команды встречались в Генуе, и тогда Интер одержал выездную победу со счетом 1-0. Это было как раз в начале сумасшедшей победной серии Интера, которая вместила в себя 7 матчей. Но вот затем все пошло гораздо хуже под руководством Раньери, и завершилось логичной его отставкой. Каладзе отбрасывает мяч назад вратарю. Руками Фрею мяч трогать было нельзя, и он выбил его ногой к центру поля. Себастьян Фрей всю свою карьеру профессиональную практически провел в Италии, но если не считать пары сезонов во Франции, когда он был еще совсем юным. И, кстати, первым итальянским клубом в его карьере был именно Интер. Фарлан с мячом, прострел вдоль ворот. Сарата успеет к мячу, но чуть-чуть поздновато. И против него был Бьондини. Сарата. Довольно легко мяч у него отбирает Моретти. А что касается Фрея, то он давал интервью как раз в канун этого матча и поблагодарил Интер как клуб и его руководство, в частности Массимо Моратти, за то, что они дали ему шанс проявить себя в Италии, и сказал, что он этого никогда не забудет. Не так много матчей за Интер сыграл Фрей, но действительно он после этого в Италии закрепился. С Пармой выигрывал кубок страны, потом очень успешно играл за Фиорентину, и вот теперь он вратарь Дженоа. Бьондини с мячом, моторный рыжеволосый хавбек. Вот обратите внимание, что он сегодня слева действует и бьет по воротам Давида Бьондини. Но он правоногий футболист. Попытался проверить бдительность Жюлио Сезара, но мяч так свалился с ноги и ушел намного выше ворот. Потеря для Дженоа — это отсутствие Марко Росси сегодня. Его нет даже в числе запасных. Ну, что касается потерь у Интера, то два футболиста, прежде всего, обращают на себя внимание. Конечно же, это Уэсли Снейдер, который так и не успел восстановиться после травмы, и Дуглас Майкон, который повредил колено и также в сегодняшнем матче задействован не будет. Справа в обороне на традиционной позиции, которую обычно занимает Майкон, расположился сегодня Хавьер Санетти, капитан Интера. Ну а Кристиан Киву отправился на левый фланг, на свое тоже привычное место. Мигел Велозу с мячом. Назад мяч отыгрывает. Довольно часто ошибаются гости. По-моему, нервничают футболисты Дженоа. Чем быстрее, конечно, они справятся с волнением, тем для них же лучше. Но я думаю, что футболисты Интера тоже сегодня как-то по-особенному себя чувствуют. Все-таки дебют под руководством нового тренера. И понятно, что как-то это сказывается на настрое игроков. Но вот Санетти идет вперед. Самый опытный в составе Интера.
Подключает Сарате. Подача в штрафную. Каладзе хорошо сыграл головой. Велозу. Поли нарушил правила, пытаясь отобрать мяч у Родриго Паласио. Паулило, спортивный директор Интера, комментируя назначение Стромачони, сказал, что руководство клуба было впечатлено тем, какое качество работы Стромачони демонстрировал в Примавере. И надеется, в частности, что с его приходом молодые игроки Интера получат шанс дебютировать в главной команде. Что вообще Стромачони будет на финише этого сезона больше доверять молодым. Ну вот, как такая первая ласточка, можно сказать, это нападающий Марко Ливаджо, который появился сегодня среди запасных Интера. Как раз воспитанник Примаверы миланского клуба. Ну вот, посмотрим, может быть, при каких-то раскладах сегодня ему удастся выйти на поле. Но понятно, что не просто обкатку молодых доверяют Стромачони, от него ждут результата. В конце концов, если бы результат Марати не волновал, можно было этот сезон доиграть было и с Раньери. Во главе опасный момент. Вот на удар Сарата Дженоа отвечает своей опасной атакой. И снова на острие Родриго Паласио. Джилардино отдал очень хороший пас. Мы уже говорили с вами о том, что они здорово взаимодействуют между собой. И здесь Паласио все-таки поджимал ногу, чтобы не травмировать голкипера. Однако уйти полностью от столкновения не удалось. И задел он Джулио Сезара. Тому потребовалась помощь. Если говорить о Дженоа, то все-таки, наверное, сложно себе вообразить, что команда будет стоять на вылет в концовке сезона. Все-таки по подбору игроков, по потенциалу Дженоа это в худшем случае середняк серии А. А так команда могла бы, наверное, и на Евро места претендовать, в частности, на позиции в зоне Лиги Европы. Но вот так складывается сезон, что стабильности нет, что оборона очень часто дает сбои, несмотря на наличие таких опытных игроков, как Моретти, Каладзе. И вот команда... Опасный какой момент. На дальней штанге оказался Камбьясу. И если мяч шел в створ, то его нужно поблагодарить партнерам, потому что он Интер тогда по-настоящему выручил. Вот так вот он действовал. Да, так вот, команда Дженоа пока располагается лишь на 15-й строчке. Но этот матч начали гости очень бодро. Еще один угловой на этот раз справа. Навес Диего Милито. Мяч отправляет снова за пределы поля. Пока поострее впереди смотрятся гости. Согласитесь, была пара возможностей у Паласио. И вот удар головой довольно опасный только что состоялся. Еще один навес на ближнюю штангу. Мяч оттуда выносит Станкович. Мигел Велозу. Киву плотно с ним сыграл. Джилардино это был. И заработал еще один угловой. Вот Альберто Джилардино на ваших экранах. Видите, уже четвертый угловой Дженоа подает у ворот хозяев. Справа навес. Жулио Сезар выходит и кулаками мяч отбивает подальше за пределы штрафной площади. Бьондини справа на этот раз. Передача в штрафную. Мяч оттуда выбит. Совсем не тушуется Дженоа. И это приятно. Ну, в общем, наверное, сейчас Интер не в том состоянии, чтобы его так уж бояться до дрожи в коленях. И мы уже видели, как другие команды, приезжая сюда, в Милан, стремились действовать активно в матчах против Интера. Да, Джузеппе Скулли пробил головой. Вот после его удара мяч
снял на дальней штанге Эстебан Камбьясо. Нарушает правила Бьондини. Самуэль с мячом. Пас на Форлана. Изначально по расстановке Милито должен играть центрального нападающего. И чуть смещенными к флангам должны работать Форлан и Сарата. Ну, Сарата больше справа, Форлан, видимо, больше слева. Но я думаю, что это, конечно, не будет догмой, и они будут меняться местами, будут довольно активно перемещаться. Но сейчас вот все как раз располагались там, где им и должно находиться. Камбьясо отбрасывает мяч чуть назад. Сарате! Форлан! Подача в штрафную. Милито! Гол! 1-0. Интер открывает счет на 13-й минуте. Диего Милито переправляет головой мяч в сетку. На радость Андреа Страмаччони, на радость фанам Интера. Хорошая атака. Форлан, автор голевой передачи. И Милито буквально внес мяч в ворота. Первый же опасный момент у ворот Дженоа завершается голом. Еще раз давайте посмотрим. Элегантно сыграл Камбьясо. Сарате хорошо прочитал ситуацию, увидел свободного Форлана. Тот навесил. И видите, абсолютно один находился Диего Милито. Где был второй центральный защитник Рожерио Карвальо, сказать сложно. Каладзе получилось так, что охранял воздух. Ну и вот в коридор между ним и Моретти как раз вклинился Милито и перевел мяч в сетку ворот. Фрей мяч чуть задел, но спасти команду уже не смог. 1-0. Очень хорошее начало для Интера. И подчеркну, что еще раз, что очень красивый гол забили хозяева. Такая многоходовая комбинация, где все было разыграно как по нотам. Это при том, что в предыдущие минут 10 Дженоа, еще раз скажу, поинтересней смотрелась впереди и сумела там в штрафной соперника создать несколько, ну скажем так, полумоментов. Станкович. Довольно сильно Лусио отбрасывал мяч назад, но сумел этот пас укоротить Жулио Сезар. Место. Место, как обычно, действует справа в обороне у Дженоа с очень активными подключениями вперед. Ну а с мячом хозяева. Это Сарате получил мяч от Санетти. Уходит от Эмилиано Моретти, но того партнеры страхуют. Белуски. Станкович. Длинный пас Станковича на рывок Милито. Тот оттесняет Рожерио Карвальо. Пас Форлану. И Каладзе оказался на месте. Вот на этот раз подстраховал своих партнеров. Пока не впечатляет третий номер Рожерио Карвальо. Согласитесь, в эпизоде с пропущенным мячом непонятно, чем он занимался. И сейчас очень легко его корпусом оттеснил Милито. Пас Самуэля на правый фланг слишком сильно.
Паласио. Велозу. Велозу — одно из открытий нынешнего сезона. Ну, открытием в полном смысле его назвать сложно. Все-таки игрок уже довольно опытный и с именем. Но именно для серии А он таковым является, проявившим себя по-настоящему вот именно в этом сезоне. И поговаривают, что может Дженоа его продать за неплохие деньги уже ближайшим летом. Велозу с мячом. Станкович там получил травму небольшую, но сумел подняться. Это Поли на ваших экранах. Молодой полузащитник Интера, до сих пор принадлежащий генуэзской Сампдории. Паласио. Белузский мяч пропускает. Остроумно, но не готов оказался Мигел Велозу вот к такому финту со стороны партнера. А это Фарлан. Киву. Камбьясо мяч переводит направо. Милито. Киву. Сарата теперь слева нарисовался. Подача в штрафную. И Белузский вот так глубоко уже в своей штрафной встретился с мячом. Такое несколько лоскутное впечатление сейчас составляет игра. Довольно много потерь с той и с другой стороны. Но Интер уже получил мощное психологическое преимущество в виде забитого мяча. Да и материальное тоже превосходство. Все-таки, согласитесь, с +1 вести игру удобней, нежели при ничейном счете или вот в такой ситуации, в какой Дженоа сейчас оказалось, когда приходится отыгрываться. Но я говорил, что Дженоа 8 туров подряд не побеждает. Правда, из 5 последних матчей 4 завершили в ничью. То есть не проиграли. И это уже какое-никакое достижение на безрыбье, как говорится. Однако понятно, что от Марино ждали большего. И команда выступает неудачно. И едва второй мяч не пропускают гости. В упор бил Камбьясо. Сейчас Фрей выручил Дженоа в по-настоящему голевой ситуации. Сбрасывает мяч Самуэль. И снова Каладзе за спиной у игрока соперника. Перед этим был отыгран на дальней штанге Рожерио Карвальо. Да, вот статистика не врет. И то, что Дженоа больше всех пропустила, я думаю, посмотрев полтайма сегодняшнего матча, даже если вы раньше за этой командой внимательно не следили, вы можете догадаться, почему так происходит, почему так часто генуэзцы вынуждены начинать с центра поля. Каладзе там, по-моему, травму какую-то получил. По крайней мере, ему сейчас оказывают помощь. Ну а нам еще раз показывают успех Интера и радость его футболистов и тренера. Диего Милито забил свой 15-й мяч в нынешнем чемпионате Италии. Сравнялся с Паласио. Неаккуратно сыграл Паласио. Фарлан едва не перехватил мяч. Бьондини. Скулли. Три центральных полузащитника у Дженоа. Это Велозу, Белузский и Бьондини. Ну а два из трех игроков атаки, они смещены к краям. Это прежде всего Скулли касается. Джелардино все-таки чуть ближе к центру действует. А так же, как и Паласио. Ну и вот ждем мы, конечно, активности от Скулли слева. Но пока именно как игрок
фланга он себя мало проявляет. Правда, Скулли едва не открыл счет. Помните, когда бил головой после подачи углового? Не точна была передача. Как раз Скулли ее отдавал. Стромачони начинал свою карьеру как игрок на позиции защитника, но, выступая за Болонью, очень рано получил травму и вынужден был в молодом возрасте завершить карьеру игрока. Зато вот преуспел как тренер, довольно долго работал в системе Ромы и, по его словам, многое там почерпнул, в частности, от общения с Лучано Спалетти. Ну а теперь ему предоставился первый большой шанс в карьере. И главное, чтобы ответственность не раздавила этого тренера. Но, судя по всему, он излучает уверенность и готов с азартом взяться за дело. Пас Бьондини не точен. Мяч приходит в руки Жулио Сезару. 23 минуты команды сыграли в этом матче. 1-0 Интер впереди. Напомню, что счет открыл Диего Милито, головой послав мяч в сетку ворот после фланговой подачи Диего Форлана. Велозу с мячом. Бьондини. Форлан. Интер идет в атаку. Сарата. Сарата в штрафной площади. Подача. Фрей лишь кулаком задевает. Удар Форлана. А если бы уступил он, право пробить Диего Милито. Мне кажется, что Милито лучше был готов, лучше подстраивался под этот мяч. И с правой ноги мог бы его вонзить в сетку. А так вот Форлан как-то из-под себя мяч выгребал. И неудивительно, что удар по-настоящему не получился. Веселая игра, много моментов. Еще раз давайте посмотрим. Вот так вот действует Сарата. И вот посмотрите. Еще раз выскажу мысль, что, наверное, все-таки лучше было бы, если бы пробил Милито. Лучше для Интера. Камбиасо. Сарата. Играет на перехвате Каха Каладзе. Бьондини. И Камбиасо налево на Форлана. Уже не в первый раз Интеру удается накрыть соперника на его половине поля. И удар Скулли из-за пределов штрафной площади. Не получился совсем удар, конечно. Джузеппе Скулли вернулся в Дженуа по ходу нынешнего сезона из Лацио. Полноценно себя проявить, сразу же показать товар лицом помешала травма. Но вот сейчас он восстановился, сейчас он в порядке и выходит в стартовом составе. Пас в направлении Милито против того Рожерио Карвальо. Милито мяч укрывает корпусом. Передача свободному Форлану. Форлан, удар по воротам. Успел вернуться Белуски и помешал уругвайцу нанести точный выстрел. Я говорил, что Марко Росси сегодня отсутствует у Дженуа. Ну и есть еще травмированный Юрай Куцка, словацкий полузащитник. Вот эти две потери в середине поля, я думаю, все-таки бесследно не могли пройти для подопечных Паскуале Марино. Это два ведущих игрока. Росси и вовсе капитан команды, ее харизматический лидер. И
не только своими сугубо футбольными умениями ценен для коллектива. Ну и Куцка, здорово себя проявивший в Италии и заработавший отличную прессу в этой стране, также помог бы. Хорошая передача и выход Милито 1 на 1. Удар по воротам, гол 2-0. Диего Милито оформляет дубль. И Массимо Моратти уже улыбается во весь рот. 27-я минута. Интер ведет в матче с Дженоа с перевесом в 2 мяча. Лучше не придумаешь. Вот такой вот дебют у Страмаччони. Во всяком случае, пока. Пас Станковича со своей половины поля. Мяч рикошетом от защитника пришел к Милито. Ну и дальше тот своего шанса не упустил. Дженоа тут же пытается ответить и зарабатывает, по-моему, угловой. Станкович, конечно, молодец. Продемонстрировал то, как он владеет искусством паса в полной мере. Да, дубль Милито, уже 16 мячей на его счету. Подача. Вот так вот мяч под перекладину направлялся. Еще один навес, но на этот раз уже за ворота. Вот еще раз посмотрите, Деян Станкович, мяч от головы Каладзе. Даже еще, пожалуй, удобнее все сложилось для Милито, потому что Каладзе невольно подкорректировал направление передачи и совсем уж на грудь Милито мяч опускался. Ну и вот так вот все сделал в концовке нападающий Интера. Что касается Станковича, то его контракт с Интером действует, насколько я помню, до 2014 года. И он неоднократно уже заявлял, что хотел бы именно в этой команде завершить свою профессиональную карьеру. То есть доработать контракт до конца. Мобильность, конечно, у серба уже не та, что в более молодые годы. Но поле он видит прекрасно. У него великолепный удар с дальней дистанции, в частности. Ну и вот то, как он может снабдить партнера точной передачей, мы только что видели. И думаю, что это уже вопрос к будущему тренеру Интера. Как он сумеет максимально полезно использовать Станковича для команды. А применение этому полузащитнику еще можно найти. Бьондини с мячом. Скулли уходит во фланг, как он это часто делает по ходу сегодняшнего матча. Моретти туда же подключается. Санетти в мяч, конечно же, играл. Попал мяч в руку Каладзе. Это было минуты полторы назад. Но арбитр не увидел умысла в этом эпизоде со стороны защитника Дженоа и не дал свистка. Напомню, Пауло Валери, главный судья сегодняшней встречи. Велозу с мячом. Бьондини. Скулли. Снова Бьондини.
Паласио, хорошо. Место. И Форлан отрабатывает на своей половине поля. От его ноги мяч уходит на угловой. Подача справа. И попытка пробить в исполнении Джелардино. Так гости, в общем-то, неплохо смотрятся. Стараются действовать активно. Но две грубые ошибки в центре обороны привели к тому, что счет уже 0-2. Вообще этих ошибок в центре было больше. И вы помните, что как минимум еще один суперголевой момент упустил Интер, когда Камбьяссо, опять же, из центральной зоны бил головой в упор. И тогда Фрей выручил гостей. А если бы не вратарь, то уже преимущество Интера было бы крупным. И не случайно разных исполнителей в центре пробует Марино. Вот, в частности, появился бразилец Рожерио Карвальо. Но пока толку от этого нет, от этих перестановок. И команда как пропускала по многу, так и продолжает пропускать. Право на штрафной заработали гости. Белуски набрасывает в штрафную площадь. Падает Джелардино. Бьондини. Попытка пробить на себя мяч принимает Станкович. Быстрой контратаки у Интера в этот раз не получилось. Станкович. Камбьяссо. И подключают Кристиана Киву. Милито. Пас в штрафную. Ну вот я говорил, что они активно меняются друг с другом позициями. А сейчас Форлан оказался на месте центрального нападающего, а Милито слева. И выполнял передачу как раз в направлении уругвайца. Но забрался Киву в офсайд. И арбитр поднял флажок. Да, за 10 минут до перерыва Интер выигрывает со счетом 2-0. Оба мяча на счету Диего Милито. Давно в рамках чемпионата Италии Интер не побеждал на Сан-Сиро. А вот это вот единственная за 10 туров победа была одержана на выезде в Вероне над Киево со счетом 2-0. А здесь, правда, обыграли марсельский Олимпик в 1/8 Лиги чемпионов 2-1. Но это была такая пиррова победа, потому что в гостях было 0-1. И за счет пропущенного дома мяча Интер выбыл из Лиги чемпионов уже в первом раунде плей-офф. В общем, на всех фронтах неудачи под руководством Раньери. Снова Станкович вел жесткую борьбу, и немножко ему досталось в единоборстве. Локоть выставлял Джелардино, безусловно, и задел серба. Лусио. Раноке восстановился после травмы. Имею в виду еще одного центрального защитника. Но сегодня он в запасе. И вот Лусио с Самуэлем опытные составляют пару центр-дефов. Сейчас хозяева в атаке. Форлан. Передача Сарате. Сразу двое его атаковали.
Моретти пришел сюда со своего левого фланга, и Каладзе смещался к ближней штанге, что и должен был делать, потому что его напарник по центральной зоне пошел встречать пасовавшего. Подача слева. Самуэль. Еще один навес. Каладзе играет головой. И попытка пробить Сарате. Лусио. Прострел, удар, гол! 3-0 счет становится. Вальтер Самуэль. Два защитника соорудили гол. Сейчас на пару Лусио прострелил. И Самуэль перевел мяч в сетку ворот. 3-0. Почти все свои моменты, созданные у ворот соперника, Интер превращает в голы. И снова не успевает Рожерио Карвальо. Снова он за спиной у футболиста, который выбрасывается на мяч. И 3-0. Довольно сложно предположить, за счет чего и как Дженоа сможет спасти этот матч. Хотя играть еще довольно долго. Но с такими грубыми ошибками вблизи своих ворот рассчитывать на что-то сложно. Если вспоминать каждый из голов, в первом случае Милито совершенно без помех замыкал навес в радиусе 1,5 метров. Вокруг него никого из соперников не было. Второй эпизод — это длинный пас и выход 1 на 1. Снова провал по центру. Ну и сейчас прострел, и снова без помех Самуэль переводил мяч в сетку. В метре сзади оказался Рожерио Карвальо. Ну а другие защитники были заняты своими делами, опекали других футболистов Интера. И никто из них не смог Самуэлю помешать довести счет до крупного. Интересно, думает ли Моретти о том, что нужно было чуть пораньше провести смену тренера? Мигел Велоза у мяча. Штрафной удар в сторону ворот Интера назначен. Навес в направлении Каладзе, но того буквально съели два соперника. И за разговоры Моретти, по-моему, получает желтую карточку. Там немножко положил все-таки руку на плечо сопернику Самуэль, но я не думаю, что прямо настолько он давил, что вот именно это послужило главной причиной падения Каладзе. Все-таки такие контакты в штрафной площади неизбежны, и за более явные фолы дают судьи обычно пенальти. Да, Моретти действительно предупрежден. И, насколько я понимаю, это первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Менее чем за 5 минут до перерыва. Рожерио Карвальо, пас в район чужой штрафной, сбрасывает мяч Джилардино. Санетти. И передача Станковича. Один его пас сегодня был просто гениальным, но вот сейчас, пожалуй, что чуть поторопился.
Спокоен Самуэль. Видите, что позволяют себе футболисты Интера вблизи своих ворот. Даже несмотря на прессинг со стороны соперников, в пас мяч разыгрывают, не выносят абы куда. Сейчас, правда, досталось Лусио. В предыдущем туре Фиорентина, прошу прощения, Дженоа встречалась дома с Фиорентиной и сыграли в ничью 2-2. Белуски счет открыл, но затем гости дважды отличились. И лишь точный удар Паласио за минуту до финального свистка помог команде Паскуале Марино спасти хотя бы одно очко. 2-2 была ничья. Ну а Интер, вы знаете, проиграл Ювентусу 0-2. И это был последний матч миланцев под руководством Клаудио Раньери. В первом тайме того матча Интер смотрелся еще более-менее прилично. И игра во многом носила характер равный, на мой взгляд, лично. Но вот после перерыва Ювентус уже доминировал. Посмотрим, какой футбол сегодня во втором тайме продемонстрирует Интер уже под руководством нового наставника. Но что касается первой половины встречи, то по результату просто шикарная она выдалась. В начале, может быть, Дженоа смотрелась неплохо. И где-то это было минут 10-12. Но потом состоялся первый гол. И после него уже гораздо увереннее себя чувствовали хозяева. Еще раз скажу, что потрясающую эффективность, очень хороший КПД реализации, хорошую реализацию голевых ситуаций Интер сегодня демонстрирует. И если брать сугубо голевые моменты, то 3 из 4 реализованы. Может быть, и госпожа удача, которая отворачивалась от Интера на протяжении долгих недель, наконец-то решила какие-то долги вернуть. Но еще раз скажу, что гости очень неудачно играют в обороне, что, впрочем, не отменяет качество исполнения со стороны Интера. И первая голевая комбинация была здорово очень разыграна в касание. Все было сделано динамично и красиво, и по уму. Второй гол — это гениальный пас Станковича со своей половины поля. Тоже все здорово. Ну и в третьем забитом мяче здорово себя проявили защитники. Лусио, который отдавал передачу, и Самуэль, который замыкал этот прострел. Поли. И снова Поли убирает мяч от Скулли. Еще раз не позволяет тому сделать перехват. 2 минуты арбитр добавил. Киву пасует налево. Фарлан. Фарлан на подключающегося Камбьясо. Но с мячом Фрей. Да, пребыванием в Дженоа свою персональную статистику Себастьян Фрей, конечно, подпортит. В Фиорентине он пропускал в среднем меньше 1 гола за игру, но в Дженоа совершенно другие у него показатели. Я уже упоминал о том, что именно Дженоа самая пропускающая команда нынешнего чемпионата Италии. Уже 54 мяча в пассиве. Ближайший к ним коллектив — это Чезена и Парма. Вот две команды, которые пропустили по 47 мячей. Видите, 47 и 54. Разница есть. Подача в штрафную. Аут в пользу гостей. 1 из 2 компенсированных минут уже истекла. Место. Угловой. Ну вот по угловым разве что Дженоа превосходит Интер по итогам первого тайма. Так, владение мячом в пользу хозяев. Ну и самое главное, счет крупный в пользу Интера. Подача Белуски справа. Удар по воротам. Снова Скулли, кстати, выигрывает борьбу в воздухе. И удар через себя, рикошет. Гол! 3-1.
3-1. Дженоа все-таки отыгрывает один мяч. Пробил через себя Джузеппе Скулли. Мяч коленом его партнер переправил в сетку. Ну, нам показывают сейчас Скулли. Но думаю, что гол будет на другого футболиста Дженоа записан. Еще раз давайте посмотрим. Вот первый удар Скулли головой. Вот он бьет и попадает в Моретти. Скорее именно попадает. Моретти вряд ли что-то сознательное здесь. Ну, вы знаете, все-таки какое-то движение коленом по направлению к воротам совершил Эмилиано Моретти. Так что он полноправный автор гола. 3-1. Мяч в раздевалку забила Дженоа. Ну что ж, всякое бывает в футболе. Может быть, этот гол придаст уверенности гостям. И во втором тайме мы увидим какой-нибудь чудесный камбэк. Посмотрим. Подождем 15 минут и продолжим смотреть матч Интер-Дженоа. Напомню, что в первом тайме дважды отличился у хозяев Диего Милито. Третий мяч в ворота Фрея провел Вальтер Самуэль. И вот в самой концовке Эмилиано Моретти, до этого получивший желтую карточку, сократил разрыв в счете. 3-1. Перерыв. В Милане на стадионе Сан-Сиро вот-вот начнется второй тайм матча между местным Интером и Дженоа. 30-й тур чемпионата Италии. Эмилиано Моретти на ваших экранах. Это автор забитого мяча в ворота хозяев. Единственного ответного в составе Дженоа. Но Интер до этого отличился трижды. 3-1 после первого тайма. Интер выигрывает. Эмилиано Моретти о чем-то общается с арбитром Паоло Валери. Может быть, по поводу того эпизода, в котором Валери ему показал желтую карточку. Также до перерыва. 3-1. И у хозяев авторы забитых мячей Диего Милито, на счету которого дубль, и Вальтер Самуэль, который забил после классной передачи Лусио. Бошко Янкович появляется на поле в составе Дженоа. Первая замена в сегодняшнем матче. Янкович, воспитанник белградской «Цервеной звезды», который уже лет 6 играет в Италии, выступал за Палермо, и вот после, проведя там сезон с небольшим, перешел в Джену и с тех пор является футболистом этой команды. Андреа Страмачони на ваших экранах. Наставник Интера. Его дебют на тренерском посту во главе основной команды клуба. До этого работал с молодежным составом, с Примаверой. Я уже говорил, что под руководством этого человека, Андреа Страмачони, молодежь Интера выиграла New Generation Cup. Своеобразный аналог Лиги чемпионов, но только для юных футболистов. Паоло Валери на ваших экранах, главный судья сегодняшней встречи. Он готовится дать свисток к возобновлению игры. Итак, второй тайм матча Интер-Дженоа начинается при счете 3-1 в пользу хозяев. Еще раз давайте о составах. Хозяева Интер: Жулио Сезар в воротах под первым номером. В поле 25-й Вальтер Самуэль, 6-й Лусио, 26-й Кристиан Киву, 4-й Хавьер Санетти, 5-й Деян Станкович, вот он на ваших экранах, 19-й Эстебан Камбьясо, 18-й Андреа Поли, 9-й Диего Форлан, 22-й Диего Милито и 28-й Мауро Сарата. Состав Дженоа: Себастьян Фрей 1-й, Каха Каладзе 13-й, Рожерио Карвальо 3-й, Эмилиано Моретти 24-й, Джан Доменико Место 20-й, Бошко Янкович под номером 11. Он заменил Мигела Вилозу, который играл под 4-м номером. 88-й Давидо Биондини, 25-й Фернандо Белуски, 8-й Родриго Паласио, 82-й Альберто Джелардино и 81-й Джузеппе Скулли. Паоло Валери главный судья, ваш комментатор Олег Пирожков. Гости с мячом. Янкович. Ну, Янкович вообще по своей изначальной специализации вингер, то есть атакующий фланговый полузащитник. Но в некоторых матчах этого сезона его и в атаку ставили. Он играл центр форварда, и причем действовал неплохо. Подача справа. Мяч выносят футболисты Интера. Это сделал Лусио. Ну и теперь Фрей вступает в игру.
Пас в направлении Паласио. К тому сразу приклеивается Лусио. Бьондини. Не удалось доставить мяч в штрафную. Более того, и углового тоже заработать Моретти не сумел. Удар от ворот. Еще раз давайте посмотрим. Здесь немножко включал руки Сарата, но в целом в рамках правил вел борьбу с защитником Дженуа. Сарата. Был фол в атаке. Янкович. Он справа расположился. Мяч остался в поле. Фарлан. Милито красиво. Станкович. Он отсюда может пробить. Удар, рикошет. И мяч, чуть потеряв скорость, приходит в руки к Фрею. Ну, по-моему, если бы не было рикошета, мяч мимо прошел бы, мимо ворот. Каладзе. Насколько я могу судить, сейчас на схему 4-4-2 перешел Паскуале Марино. И есть два центральных нападающих. Это Паласио и Джилардино. Скули действует на левом фланге. Бошкович на правом. Два атакующих полузащитника. Ну и в центре поля Бьондини и Белуски. Ну, что касается линии обороны, там все осталось неизменным. Место справа, Моретти слева, Каладзе и Карвальо по центру. Интер в атаке. Это Сарата. Очень активен Мауро Сарата. При Раньери в тех матчах, когда Сарата получал место в стартовом составе, как правило, он до конца игры на поле не находился. И его меняли где-то в первой половине второго тайма или в начале второго тайма. Подача Станковича. И здорово. Киво с лета пробил. Оригинальный розыгрыш. Неожиданный для соперников. Видите, совершенно свободным оказался этот участок поля, куда подключался Кристиан Киву. Напомню, что Интер сегодня не может рассчитывать на Снайдера и Майкону. Но вот что касается Майкона, любопытная информация. В итальянской прессе пишут, что им интересуются Пари Сен-Жермен французский и махачкалинский Анжи. Вот упоминание последней команды возбуждает, что называется. Было бы любопытно посмотреть на Майконов в чемпионате России. Где-нибудь в Нижнем Новгороде или в Перми. Ну, в конце концов, Этоо мы увидели на наших полях. Почему бы не состояться и этому переходу? Атака Дженуа. Лусио защищает центральную часть штрафной и действует там очень надежно и внимательно.
И переход в контратаку. Сарата в роли главной движущей силы. Против него Моретти. Сарата пробрасывает мяч себе на ход, но Моретти стелется в подкате и очень чисто мяч убивает. Да к тому же еще и с рикошетом от аргентинца. Так что аут в пользу гостей. Перехват в исполнении Паласио. Янкович. Джан-Доменико Место. Прострел. Опасно. Джилардино выбрасывался на мяч, смещаясь на ближнюю штангу. И, по-моему, именно от него рикошетом мяч пришел в руки к Жулио Сезару. Сарата пас на Милито. Милито пытается обыграть Рожарио Карвальо, и тот нарушает правила. Да, третий номер Дженоа поддался на ложное движение Милито и дальше уже сознательно совершенно не убирал ногу, чтобы не пропустить Милито в штрафную, чтобы остановить его за чертой. Киву может отсюда неплохо пробить, так же, как и Сарата. И Сарата бьет с правой ноги, правда, попадает в стенку. Белуски. Сравнительно мало креатива в исполнении Белуски мы сегодня видим. Обычно он действует более нестандартно, более свежо, что ли, именно в плане мысли. Янкович. Мяч у гостей. Бьондини. Паласио получил повреждение. Но, безусловно, очень важен тот гол, который Дженоа сумела забить на исходе первого тайма. По крайней мере, какие-то шансы у нее появились. И мы видели, что гости готовы атаковать. Вот в эти 10 минут первого тайма они нам это продемонстрировали. И пусть не было таких сугубо голевых моментов, но, по крайней мере, как принято в последнее время говорить, подходы были к воротам и довольно интересные временами. Но очень опытная оборона Интера. Здесь всем футболистам за 30. Все они имеют колоссальный международный опыт. Напомню, Самуэль и Лусио в центре, Киву слева и Санетти, капитан команды, справа. Станкович. Санетти с мячом. Форлан. Снова Санетти. Против него Эмилиано Моретти. Каладзе в роли страхующего. Сарата. И пробить можно попытаться. Бьет аргентинец. Отражает мяч Фрей. Не стал пытаться даже ловить. Может быть, потому что в полете мяч коснулся ноги футболиста Дженоа и был рикошет. Белуски. И снова ошибается Белуски. Причем в сравнительно простой ситуации. Милито. Поли. Наброс в штрафную. Там был офсайд, насколько я могу судить. И приятно, что арбитр солидарен с вашим комментатором. Да, действительно, в положение вне игры попал футболист Интера. Но это вот предыдущая атака и удар в нижний угол, с которым справился Фрей. Мяч от Паласио приходит к Джан-Доменико Место. Справа Янкович. Место пытался проскочить между двух футболистов Интера. Не удалось. Киву. Пас поперек поля.
затормозилось сразу развитие атаки. Но вот Фарлан пытается ей новый импульс придать. Правда, там уже Белуски отрабатывает в зоне правого защитника. Увидел, что Место задержался, завяз на чужой половине и поспешил ему помочь Фернандо Белуски. Все сделал правильно. Паласио получает обратно мяч от Янковича и тут же его теряет. Мяч, конечно, а не Янкович. Джелардино, он в штрафной площади. Джено сейчас имеет некоторые территориальное преимущество и чаще владеет мячом. Гости просто вынуждены действовать активно, поскольку уступают в 2 мяча. Ой-ой-ой, пенальти! Пенальти назначает арбитр. Ну вот пример, когда даже опытный футболист попадается на мякине, что называется. Сейчас Хавьер Санетти, 38-летний капитан Интера, просто не успел убрать руки за спину. Мяч ему попал в руку. Вот видите этот момент. После скидки Скулли, и судья немедленно указал на 11-метровую отметку. Сразу же свистят трибуны. Ну что ж, Джено имеет возможность сократить разрыв в счете до минимума. По всем формальным признакам арбитр имел право назначить пенальти. Мяч попал в руку, мяч изменил направление. Паласио бьет. Удар, гол! 3-2. 3-2, и Паскуале Марино, похоже, тоже понимает, сознает, что его парни получили шанс и готовы за него зацепиться. Ну и для Стромачиони такое настоящее испытание характера. Аттракцион для проверки нервов. 3-0 вела его команда к концу первого тайма. И казалось, что все в этом матче абсолютно ясно. Но вот сейчас уже преимущество сократилось до 1 мяча. Родриго Паласио забивает свой 16-й гол в сезоне. Догоняет таким образом Диего Милито. И тут же замена у Интера. Фредди Гуарин вместо Деяна Станковича для освежения игры в центре поля. Недоволен Станкович. Я думаю, что недоволен прежде всего тем, что соперник сократил разрыв в счете до минимума, но не фактом своей замены. Все-таки полный матч сербу выдерживать трудно. Сейчас в его возрасте и много он двигался, много сил оставил. Гуарин свеж. Ну, посмотрим, как он себя сегодня проявит. Фредди Гуарин, напомню, взят Интером в аренду у португальского Порту до конца сезона. Времени мало, чтобы себя проявить, и это время еще сократилось после того, как Гуарин получил травму, и довольно много времени пришлось ему восстанавливаться. Но вот он давал интервью клубному сайту недавно и сказал, что не чувствует какого-то повышенного давления, он просто хочет показать хороший футбол, чтобы доказать свою нужность Интеру, где он хотел бы, по его словам, продолжить карьеру и на будущий сезон. Итак, Фредди Гуарин, у него, напомню, 14-й номер на футболке, игрок национальной сборной Колумбии. Белуски с мячом. Вот сразу выяснение отношений. Здесь закипают страсти. Янкович желтую карточку получает. И Андре Поли ответную, тоже встречную желтую. Но мне изначально показалось, что Янкович более агрессивно себя вел в этом эпизоде. Повтор бы, конечно, хотелось посмотреть, что там произошло. Но вот Поле пытается мяч отобрать. Знаете, вот вообще понятно, что методически, так вот, с точки зрения
Ну что ли, обязан был обоим показать горчишники. Но что характерно, здесь была жесткая борьба за мяч, а потом они начали кричать друг на друга. Но первым руки пустил в дело все-таки Янкович. Поле его вообще руками не касался, и только потом пытался до него добраться, распихивая партнеров Янковича. Удар поворотом не попадает в дальний угол Камбьяса. Так что вот инициатор вот такой вот разборки с применением рук все-таки серб в этом эпизоде. И в первую очередь его нужно винить. И я думаю, что его желтая карточка, она более, что ли, обоснована, чем предупреждение Поли. Но еще раз скажу, что в таких ситуациях арбитры, как правило, баланс сохраняют и наказывают обоих участников инцидента. Теряет мяч Бьондини. Гуарин смотрит, кому можно сделать передачу. Обыгрывает Скулли, но вот натыкается на второго соперника. За Гуарином иногда водится, что он заигрывается и передерживает мяч. Еще очень любит бить с любых дистанций, из любых позиций. Удар у него мощный, но не всегда мячи кучно ложатся в створ. Правда, я не думаю, что в новой команде, тем более в такой, как Интер, и только-только появившись в составе, он сразу начнет так активно брать игру на себя, как делает это в сборной Колумбии, как делал это, выступая за Порту. Вот Фредди Гуарин на ваших экранах. Навес в штрафную площадь. Каладзе выбивает мяч головой. Снова Гуарин. Киво. 3-2. Интер выигрывает у Джено. Два мяча сумели отыграть гости. И это сделали Моретти и Паласио ударом с 11-метровой отметки. Паласио с мячом. Поли. Форлан переводит мяч на Сарата. Сарата приближается к штрафной площади. Пас Милито и удар. Ну вот, пожалуйста, Гуарин уже отметился. Я говорил, что удар у него мощный, но все-таки не всегда стабильный. Вот сейчас слишком уж высоко мяч поднял. Я не хочу употреблять термин «непоставленный удар». Вот в данном случае все-таки речь идет о высококлассном довольно мастере, но далеко не всегда мяч идет в створ. Опасный момент. Мяч в руках у вратаря. И здесь Санетти в последний момент помешали пробить как следует. Жестко против него сыграли, но арбитр не увидел никакого нарушения правил в этом эпизоде. Побежал Пауло Валери проверить, как там дела у капитана Интера. Видите, под него подкатился Белуски. И Белуски в мяч, по-моему, играл. Середина второго тайма. Между тем, 3-2 Интер впереди в матче с Джено. Паласио. Отбирает у него мяч Сарата. Попытался уйти от Бьяндини. А это Белуски. И возвращается назад. Место отрабатывает, забирает мяч у Форлана. Бьондини. Фернандо Белуски с мячом. Пас в штрафную площадь. Здорово задумал и почти исполнил. Передача предназначалась
Альберто Джилардино. А здесь уже Скулли за пределами поля. Угловой удар назначает судья. Шестеро футболистов Дженоа в чужой штрафной. Навес. Рожерио Карвальо выпрыгивает. Опередил все-таки его Джулио Сезар. Убежит ли Интер в контратаку? Смотрит Форлан, с кем можно сыграть в пас. Подключает центрального защитника Самуэля. Тут дальше направо. Милито. Милито обыгрывает. Бьондини и бьет по воротам. Форлан. Снова Интер ловит соперника на контратаке, но второй мяч прилетает на поле. Взбешен просто Андре Поли, и его можно понять. Но так-то все равно Форлан не попал в створ. Такой вот любопытный эпизод произошел. Резервный арбитр что-то объясняет Стромачони. Может быть, тот слишком активно вмешивался в действия футболистов и покинул границы технической зоны. Игра нервная, безусловно, для молодого наставника Интера и подавно. Но самое главное, самое настоящее испытание еще впереди, на последних минутах. Если, конечно, Интеру не удастся увеличить преимущество в счете до более комфортного. Мне показалось, что рановато хозяева отдали инициативу Дженоа вот в стартовой части второго тайма. Вознамерились поиграть на контратаках, но в итоге довольно глупый пенальти получили в свои ворота, и преимущество сократилось до минимального. Сейчас Интер старается действовать активней, и сравнительно легко ему удалось игру отодвинуть от своих ворот. Вот и возникает вопрос, зачем было изменять свои манеры до этого. Опасный удар. Еще один момент у ворот гостей. Лусио на этот раз бил головой, но не попал в правый от голкипера угол. Там по-хорошему был офсайд. Да, вот нам и показали статистику офсайдов не случайно. Белуски, Моретти, Бьондини, Рожерио Карвальо. Не успел чуть-чуть к мячу Гуарин, опередил его Янкович. Пришел Янкович в центр, там поучаствовал в розыгрыше мяча и на фланг не особенно торопится. Пас Каладзе, но уже из офсайда начинал движение Родриго Паласио, чтобы принять эту передачу. Да, было положение вне игры. Меньше 20 минут до финального свистка. 3-2 Интер выигрывает в очень результативном матче у Дженоа. Дважды отличился у хозяев Милито. Еще один мяч на счету Самуэля. Все свои голы Интер забил в первом тайме. Ну а дальше в самой концовке первой половины встречи Моретти один мяч отыграл за Дженоа, переправив мяч в сетку после удара через себя в исполнении Скулли. Ну а затем Паласио реализовал пенальти уже во втором тайме. И счет стал 3-2. Паласио прессинговал Самуэля, заставил того просто выбить мяч за пределы поля.
Такой превентивный фол Скулли против Диего Милито. Это не Скулли был, вы знаете, это Каладзе. Вот он так глубоко закопался на чужую половину поля. Джоэль Оби появляется у Интера. Еще один игрок с середины поля. Одну замену в полузащите Стромачони уже произвел, заменив Станковича на более молодого и свежего Гуарина. Рожерио Карвальо. Камбьясо. Гуарин. И Санетти начинает движение к чужой штрафной. Не удалось обыграть Моретти. Бьондини. Гуарин. Камбьясо играет на Сарата. Сарата ищет передачи Милито. Оригинальный финт. Милито в штрафной. Убирает мяч под себя. Передача. Фарлан не сумел пробить. Не попал как следует по мячу уругваец. Поли. Сарате с мячом. Он в штрафной площади. Удар в дальний угол. Гол! Мауро Сарате застал врасплох Себастьяна Фре. 4-2. 74-я минута. Интер снова доводит свое преимущество до 2 мячей. Не сильным, но очень точным, таким хитрым, коварным по исполнению ударом Сарате делает счет в 4-2. Еще раз давайте посмотрим. От поля Сарате получил мяч, качнул Моретти и вот так вот пробил. Забросив буквально мяч в дальний угол. Классный по исполнению удар, ничего не скажешь. И думаю, что не стоит здесь слишком много вины взваливать на плечи Себастьяна Фре. Просто все очень здорово исполнил аргентинец. И Джоэль Оби выходит вместо Диего Форлана. Вот такая вот замена. Оби тут же завладел мячом. И попытался прорваться в штрафную. Фарлан сегодня автор голевой передачи. Он отдал голевой пас на Милиту, когда тот забивал первый и очень важный, разумеется, гол. Паскуале Марино. В перерыве здесь показали Энрико Прециози, президента Дженуа. Ой-ой-ой, какой момент у Скулли. Мяч над перекладиной проходит. Интересно, не было там офсайда при первой передаче, вот еще на фланг. Так вот, показали Прециози, он так пожимал плечами, мол, ну что поделаешь, 3 мяча пропустили. А вы знаете, офсайд был уже при навесе, вот так вот. И Скулли все-таки находился в положении вне игры, и арбитр на линии это заметил. Скулли получается сегодня самый острый в атаке у гостей, несмотря на то, что он сам не забивал. Но первый мяч после его удара, по сути, состоялся и рикошета. Еще до этого он дважды мог в первом тайме отличиться. И вот сейчас был у него очень хороший момент. И Интер рвется в атаку сходу. Слишком уж мягкий, такой игрушечный пас отдавал Милито своему партнеру. Ну, Оби рядом находился, и все же нужно было как-то поакцентированнее, что ли, пасовать, наверное. Нечего терять гостям. Можно попытаться все-таки спасти этот матч, хотя 2 мяча отыграть за
меньше, чем 15 минут, будет архисложно. Но Дженоа атакует. Джилардино. И теперь же Интер пытается перейти на чужую половину поля. Но за это желтую карточку нужно показывать. Слишком уж вызывающий фол. И да, безусловно, Паласио получает свой горчишник. Оби потерял равновесие, не удалось обыграть Место в этом эпизоде нигерийцу. Киво. Белуски. И хороший пас Белуски. И выход 1 на 1. Паласио. Паласио обыгрывает вратаря. Валит его на газон Жулио Сезар. Красная карточка вратарю Интера. И пенальти, разумеется. Да, фол последней надежды арбитр зафиксировал. Еще раз давайте посмотрим. Выждал все-таки, на этот раз наказал оборону соперника, вынырнув из-за спин защитников Паласио. Лусио там чуть задержался, вот поэтому не было положения вне игры. Ну и дальше фол Жулио Сезара. Не спорил вратарь. Он действительно сбивал нападающего Дженоа. Лука Кастеллаци появляется на поле. Ну и это значит, что в следующем туре, когда Интер поедет на выезд в Калери, скорее всего, именно Кастеллаци займет место в воротах Интера. Вместо Мауро Саррата выходит. Вот Саррата все-таки не доиграл матч до конца, но здесь такие вынужденные обстоятельства. Хорошо, что у Интера осталась еще замена одна. А то пришлось бы полевого игрока оставлять до конца матча в воротах. Кастеллаци очень опытный голкипер. Ему за 30. Он даже, по-моему, постарше, чем Жулио Сезар. А Джилардино будет бить? Да. Первый пенальти исполнял Паласио. Удар. Гол. Гол. Джилардино в самый угол попадает. И хотя Кастеллаци угадал направление полета мяча, вытащить его все-таки он не сумел. Вообще любопытно, почему поменяли бьющего гости. Ну, может быть, потому что немножко дернул мышцу, падая Паласио, когда сбивал его Жулио Сезар. И не совсем готов был исполнять этот удар. Но Джилардино пробил безупречно. Может быть, не слишком сильно, но достаточно сильно для того, чтобы у вратаря не было шансов дотянуться до мяча. Хотя видите, что локоток был близок, что называется, для Луки Кастеллаци. Редко, но бывает, когда вратарь вот так вот, выходя со скамейки под 11-метровый, спасает свою команду. Рой Кэрролл недавно нечто подобное в Москве совершил, помните. Ну а сейчас повторить его подвиг Кастеллаци не удалось. И 10 минут у Дженоа для того, чтобы спасти этот матч и совершить чудо. Напомню, что с 0-3 почти отыгрались гости, затем пропустили четвертый мяч. Ну а теперь вот усилиями Джилардино снова сократили разрыв в счете до минимума. Янкович подталкивал Киву, конечно, в этом эпизоде. Такое восточноевропейское противостояние состоялось. И за рамки правил вышел серб. Замена у Дженоа еще одна намечается под 19 номером. Кристобаль Хоркера выйдет. Вспоминается матч против Пармы в Генуе, когда Хоркера, вот так же выйдя на несколько минут в концовке, спас свою команду, выдав голевой пас на Паласио. И тогда Дженоа, уступая по ходу матча 0-2, сумела все-таки завершить игру в ничью 2-2. Может быть, сегодня Хоркере что-то подобное удастся. Вот он с мячом. Белуски.
Пас в штрафную. Чуть-чуть сильнее, чем нужно было. Джилардино готов был выброситься на этот мяч. Да, любопытный матч мы с вами сегодня смотрим. Одна команда вела 3-0, но сейчас со всеми основаниями опасается за то, чтобы сохранить свое преимущество. И сделать ей это будет непросто, удержать победный счет. Увидели мы 2 пенальти в ворота хозяев, что не часто бывает тоже. Но стоит признать, что каждый из этих 2 пенальти был логичен и заслужен. Я имею в виду то, что нарушения были. Скидывает мяч головой Скулли. Паласио, видимо, нарушал правила. А может быть, в офсайде оказался. Вообще странно, если там действительно зафиксирован офсайд. Ну ладно, заиграли. Уби с мячом. Легко ушел от Место. Хороший пас. Гуарин! Гуарин падает. И еще один пенальти назначает судья. Белуски красную карточку получает. А он ли вообще сбивал? Забавно. Да, Интер остался в меньшинстве после удаления Жулио Сезара, но теперь составы подравнялись. Все веселее и веселее в этом матче. Мне вообще показалось, что Каладзе соперника уронил. Нет, Белуски. Белуски, прошу прощения. Действительно, это был именно аргентинец. Но вот назвать это фолом последней надежды, извините. Там бросались сразу двое в ноги Гуарину. Еще был вратарь на линии. Странно. Ну ладно. Пенальти. Белуски удален. Милита у мяча. Шанс оформить хет-трик. Удар, гол. Фрей, видимо, сделал попытку прыгнуть влево, потом понял, что ошибается, и так и остался стоять на месте. 5-3 в пользу Интера. Диего Милито забивает сегодня 3 мяча, и всего их у него становится 17 в этом чемпионате Италии. Да, явно оживилась игра Интера с приходом Андреа Страмаччони. Команда словно копила в себе эмоции. И вот такой выдала содержательный матч. Правда, не без ошибок в обороне. Сейчас едва 4-й мяч в ворота Интера не влетел, пока нам демонстрировали повтор за повтором. Скулли едва не поразил цель. Ну и Дженоа верна себе. 5 пропущенных мячей. В общем, больше обычного, но вряд ли это сильно должно удивлять. С учетом тех проблем в обороне, о которых мы говорили еще перед стартовым свистком. И вообще с учетом того, как сегодня, в частности, смотрелись гости при защите своих ворот. Еще раз скажу, мне несколько непонятно, почему эпизод с фолом Белуски арбитр трактовал как именно фол последней надежды, потому что все-таки там помимо Белуски были еще 2 футболиста Дженоа в штрафной, 2 полевых игрока, и оставался вратарь на линии ворот. И даже дело не в этом, а в том, что параллельно с Белуски в ноги бившему футболисту, пытавшемуся пробить, прыгал еще один игрок Дженоа. То есть, на мой взгляд, там можно было ограничиться желтой карточкой и назначить, разумеется, пенальти. А здесь, по-моему, не было офсайда. Но судья на линии все-таки поднял флажок.
3 минуты до окончания основного времени этого матча. Расщедрился на разноцветные карточки после перерыва Пауло Валери. Сейчас только что показал еще одну. Ее удостоился Джанdomenico Место. Я уже говорил, что следующий матч Интер проводит на выезде против Калери. Это будет непростое испытание. Калери — команда середняк турнирной таблицы. Ну и как многие итальянские середняки, дома смотрятся весьма уверенно, невзирая на статус соперника. Активен Гуарин, рвался к мячу, но все-таки его здесь не пустили пробить. И хорошая скидка. Еще одно столкновение. И еще один пенальти. Да, такое редко, где увидишь. 4-й пенальти в матче. И 3-й в ворота хозяев. Лусио каратистским приемом останавливал Джузеппе Скулли. Времени мало у Дженоа остается, даже если сейчас предположить, что пенальти будет забит. Вы знаете, там оба шли прямой ногой, и я, честно говоря, не могу понять, чем поведение Лусио отличается от поведения Скулли. Ну, Скулли просто тянулся, а Лусио ударил по ноге. Вот на повторах это хорошо видно. И еще раз к 11-метровой отметке подходит Альберто Джилардино. Идет уже последняя минута матча. Удар, гол, 5-4. Да, вот так бывает. Забив 4 мяча, на Сан-Сиро Дженоа может не получить ни одного очка. Интер уже выдавал в нынешнем сезоне на своем поле такие развеселые матчи. В частности, в одном из них была ничья 4-4 зафиксирована. Но вот сегодня на мяч больше удалось пока Интеру забить, чем сопернику. 5-4. И 3 минуты арбитр добавил. Почему бы не попытаться спастись гостям? Пока Интер с мячом на чужой половине поля. Удар Гуарина. Вот тот случай, когда, может быть, он слишком рьяно берет на себя инициативу. Можно было и через пас поиграть. И главное даже не в том, что таким образом можно было более опасный момент создать у чужих ворот, а просто мяч подержать на чужой половине. Для Интера сейчас это немаловажно. Рожерио Карвальо. Надо поторапливаться гостям. И неточную передачу отдает центральный защитник Дженоа. Каладзе. Пас в борьбу. Не сумел Джилардино превзойти в единоборстве Лусио. И там пошли какие-то выяснения отношений. Грамотно сейчас упал на чужой половине поля Диего Альберто Милито. Выиграет для своей команды еще десяток другой секунд. И Интер станет еще ближе к победе. Гуарин. Пас назад Милито делает. Камбьясо. Киво. Вот уже 2 из 3 компенсированных минут практически истекли. Оби. Если еще угловой удастся заработать Интеру, будет совсем все здорово для хозяев.
Нет, все-таки Оби упускает мяч за пределы поля. И шанс для последней атаки у Дженуа. Нужно быстрее Фрею мяч выбивать на чужую половину поля. И всем туда бежать к штрафной. Увы, для гостей в борьбе за мяч нарушает правила Джузеппе Скулли. Здесь вообще Скулли наваливался на своего же футболиста Паласио. Может быть, Паласио чуть раньше толкнул Камбьяссо. Но так или иначе, арбитр дал свисток в пользу Интера. И время матча, уже компенсированное время, истекает. Лусио отправляет мяч на правый фланг. И в тот момент, когда Санетти получает передачу, Пауло Валери, главный судья сегодняшней встречи, дает свисток. Финальный свисток. Матч между Интером и Дженуа завершен. 5-4 в пользу хозяев. На радость любителям крупных счетов. Напомню, кто забивал у Интера. Диего Милито оформил хет-трик. Мауро Сарата и Вальтер Самуэль забили по мячу. Моретти в первом тайме отличился у Дженуа. И во втором тайме 3 пенальти в ворота хозяев были назначены. Паласио отличился однажды и дважды забил Альберто Джилардино. На данный момент у Интера 44 очка становится. Команда перемещается на 7-ю строчку в таблице. Ну а у Дженуа остается 34 очка, и она опускается ниже, на 16 место. Итак, Интер одерживает победу в дебютном матче Андреа Страмаччони со счетом 5-4, выиграв у Дженуа. На этом все. Вместе с вами футбол смотрел Олег Пирожков. Всего доброго и до встречи.